Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Я в очередной раз прошу вас, не отправляйте деньги на Donation. Не отдает этот сайт нам ваши переводы, а вы продолжаете слать. Мы сидим с пустыми картами и только смотрим, как все больше становится недоступная для нас сумма. Пишите мне в личку на WhatsApp, и мы решим, как можно отправить деньги. Очередные новости. Начну с нашего Демы. Как рассказывала в прошлом ролике, у Демы все хорошо зажило на удаленном глазу, но разошелся шов в области полового органа. Пришлось поменять клинику доктора и снова операция. Сделала поворотный лоскут и завернула сюда. Здесь расширилась, укоротила препуций. То есть он здесь чуть-чуть будет поднатянут. Ничего страшного. Так, отсюда вытекает то, что внутрь натекло. В общем, здесь цис внутри убрала. Тут ничего страшного, повытекает ничего. Здесь можно хлоргексидином внутрь промывать. Вот. То есть 3 провизорных шва, остальное все косметика. Провизорные швы убрать через 7-10 дней. Досталось же парню. Надеюсь, в этот раз все заживет. Ему пока некомфортно видеть. Одним глазом он натыкается на предметы. И у нас, друзья, не оплачена эта операция, а также не оплачена передержка с медуходом и ежедневными перевязками. Я очень прошу вашей помощи. Помогите, пожалуйста. Опять и снова вот такие у нас проблемы. Пока сохнет наша попона, Дема гуляет. Дема активничает. Демочка, давай покажем личико. Давай покажем красивое лицо. Вот он наш Демид. Активная жизненная позиция у мальчика. Друзья, денег на оплату стационара для Демушки просто нет. Вся надежда, что на передержке справится с ежедневной обработкой этого большого песика. Вот такая ситуация. Эти дни просто ужасные. Везде долги. Передержки просят корм, а мы не можем остановить спасение. Остановить значит подписать смертный приговор. Как вот этой бездомной собачуле по имени Брафа. Ее обнаружили за 150 километров от Якутска. Вернее, она сама вышла к людям, чувствуя, что погибает. Мы не знаем, что случилось. Скорее всего, капкан или селки. Хорошо, что бедолагу не убили сразу. Собака сильно истощена. Вероятно, она где-то отлеживалась и выбралась к людям за помощью, когда стала совсем невмоготу. Лапа, видимо, попала в капкан или селки. Собака сама пыталась освободиться от капкана. В этот же вечер волонтеры местные забили тревогу. Местные неравнодушные девушки обратились за помощью в Барагонский ППЖ. Местный фельдшер отпилил некротическую часть лапки ниже локтевого сустава и перевязал бинтами. Вот и вся помощь. О применении анестезии сведений нет. Была ли она? Нельзя вставать. Это тасаланır уже. Oraya baktın diye. Ne yaptı de. Ne tasın zakan. Силами местных волонтеров Брафа была доставлена в Якутск на передержку. Затем были поиски кураторов. Было несколько приемов у якутских врачей. Время шло, начался некроз.
В общем, было много шума, много призывов, много разговоров. Все как обычно. Давайте спасем девочку, как спасаем мы Дану и Дему. Только вместе мы сможем спасти их жизни. Дорог каждый рубль и каждый час. Некроз – это страшно, это быстро. Дальше может быть сепсис и гангрена. А собачуля видно, что очень славная, терпеливая, ласковая и скромная. Главное, она пришла к людям за помощью. Пришла сама, и мы должны ей помочь. Сегодня настрадавшаяся девочка летит в Москву, а я кричу, умоляю вас о помощи, друзья. Продолжение в следующем ролике.